В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу самые заметные события уходящего дня. Организацию авиаперевозок в арктические районы обсудили на заседании Постоянного комитета Илтумена. Какие еще темы были рассмотрены? Заболеваемость ОРВИ в Якутии за неделю выросла на 24%. Зафиксировано более 9 тысяч случаев ОРВИ. В Якутске стартовала межрегиональная универсальная выставка «Якутия Экспо». Чем будут удивлять искушенного якутского покупателя? С Нижнего Бестяха до Благовещенска подведены итоги реализации международного проекта «Поезд дружбы вместе к победе». Подробнее о маршруте и его целях. Якутянин Артур Портнягин в телепроекте «Ты супер» познакомим вас с восходящей звездой. Организацию авиаперевозок и арктические районы обсудили на заседании Постоянного комитета Илтумен по экономической, инвестиционной и промышленной политике под руководством Павла Петрова. Подведены предварительные итоги прохождения пожароопасного сезона на территории республики. Рассмотрены подготовительные мероприятия к сезону 2026 года. Особое внимание было уделено проблемам организации авиаперевозок по социально значимым маршрутам, межрайонных авиарейсов в арктические районы республики и выполнению санитарных рейсов. Эти вопросы планируется продолжить рассматривать в октябре. Очень животрепещуще обсуждали вопрос по поводу субсидированных билетов авиакомпании «Полярная авиалиния», авиакомпании «Якутию», как помочь и как сделать так, чтобы все-таки вопрос санитарных рейсов, те, которые осуществляет «Полярная авиалиния», она осталась на уровне, и обеспечить жизнедеятельность основной из позиций этих наших улусов, наших этих, тем более вышли главы. И этот вопрос не кончается. Санитарная авиация – это доставка социально значимых грузов, это, значит, северный завоз и так далее. Вопрос стоял о том, что все-таки необходимо этот вопрос продолжать и изыскать средства для того, чтобы эти рейсы выполнялись и делались. С начала года ГУП ЖКХ Республики подключила 29 объектов капитального строительства к сетям в 19 районах. К теплоисточникам предприятия также присоединены социально значимые объекты в Татинском и Хангаласском районах. В эти дни в селе Булгуняхта Хангаласского района централизованное теплоснабжение будет подано в новый детский сад на 100 мест. Реализованы мероприятия и по подключению многоквартирных домов в населенных пунктах. Так, теплоноситель подан в новый многоквартирный дом в селе Итыкюль Татинского района, который построен по программе расселения аварийного жилья. 23 сентября состоялось еженедельное заседание оперативной группы по координации перевоза грузов в период навигации. На сегодняшний день из плана завоза грузов 1148 тонн в пункты доставки отгружено 996 тысяч тонн. Это почти 87% от плана, а доставлено 78%. В связи с приближением сроков окончания навигации всем участникам заседания было рекомендовано принять все необходимые меры для достижения планов объемов завоза груза. В Якутии стартовал проект по развитию креативных индустрий в Арктике. В Эвено-Батантайском Алусе дан старт проекту «Арктическая креативная академия. Мост к прошлому. Ключ к будущему», нацеленному на развитие творческого потенциала детей и молодежи арктических районов республики. Проект был запущен в июле текущего года. Академия планирует охватить около 300 детей в возрасте от 14 до 17 лет, обучающихся в 3 сельских школах населенных пунктов Сакырыр, Джаргалах и Кустур. Почти 2000 медиков в Якутии прошли повышение квалификации в текущем году. Медицинские работники республики совершенствуют квалификацию через инновационные образовательные форматы. У медиков есть уникальная возможность отработать необходимые практические навыки и умения на базе симуляционных центров и интерактивных модулей. Кроме того, регулярно проводятся учебные мероприятия различного формата, среди которых наиболее популярны образовательные семинары, практические конференции и тематические мастер-классы и онлайн-вебинары.
Заболеваемость ОРВИ в Якутии за неделю выросла на 24%. На 21 сентября в республике зафиксировано более 9 тысяч случаев ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа, среди установленных в республике вирусов доминируют риновирусы. На сегодня прививки против гриппа получили более 124 тысяч жителей Якутии, в том числе более 74 тысяч детей. Бесплатная вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. Беременным супругам участников СВО выплачиваются единовременные пособия. В этом году размер выплаты составляет 59 731 рубль. Если супруга мобилизованного находится на сроке беременности более 180 дней на момент призыва, ей полагается единовременное пособие. Кроме того, семьи участников СВО имеют право на ежемесячное детское пособие. Размер выплаты превышает 25 500 рублей и предоставляется до достижения ребенком 3 лет или до окончания мобилизации его отца. Летняя оздоровительная кампания в Якутии охватила более 128 тысяч детей. В республике работали 542 летних лагеря, где отдохнули около 60 тысяч детей. В рамках дополнительных программ школьники развивали навыки в области естественных наук, робототехники, IT, художественного творчества и спорта. Особое внимание было уделено тематическим сменам. Уже второй год подряд на базе лагеря «Энергетик» в Якутске проходит смена регионального центра «Воин». Лагерь также принял 41 ребенка из пострадавших от паводка районов. Свыше 1300 школьников, включая детей из арктических улусов и 7 участников СВО, побывали в лагерях Приморского и Краснодарского краев, а также в Крыму. В Якутске стартовала аграрная выставка-ярмарка Республики продовольствия. Основной площадкой традиционно стала Комсомольская площадь. На протяжении 5 дней сельхозпроизводители, фермеры и поставщики со всех уголков региона представят свою продукцию. Подробности расскажет Даяна Федорова. Священным обрядом Алгыс дан старт работе крупнейшей аграрной ярмарки Якутии. В торжественной обстановке наградили лучших работников агропромышленного комплекса. Выставка-ярмарка продовольствия – важнейшее событие года для аграриев Якутии, реализующее стратегические инициативы главы региона по развитию местного производства. Такие ярмарки, выставки начали проходить не только здесь, в городе Якутске, но и многие улусы в своих районных центрах организовывают и проводят такие выставки, ярмарки сельхозпродукции. Несмотря на экономическую ситуацию в целом по стране и в регионе, развиваются и технологии, появляются новые производства. Всего на площадке развернулось более 50 торговых площадок. На прилавках все, чем богата якутская земля. Мясо, рыба, полуфабрикаты, молочная продукция, копчености, ягоды, мед и деликатесы. Предоставили на выставку-ярмарку все виды рыб арктических рек наших. Это как чир, омуль, нельма, ряпушка, осетр также представлен. И, конечно же, наши полуфабрикаты. Это фарш и котлеты рыбные и северные рыбы. Омуль, чир. Сиропы очень вкусные, идут в качестве добавки. Если, допустим, пьете чай, да, вместо сахара добавляете. Вот налили, допустим, и такой вкус тайги появляется в стакане. Вот. Тоже очень нравится людям, вот поэтому они покупают, берут. По сравнению с прошлым годом цены, как уверяют продавцы, не изменились. Наша съемочная группа узнала у якутян, в какую цену они приобрели местную продукцию. Купила мясо, говядину. Как вам цены? Сколько стоит? 900 рублей, по-моему, килограмм. Килограмм? Ну, заплатила за кусок 1650, что ли. Покупаю рыбу, мясо, печень, говядина, всякие, чтобы себе домой и друзьям угощу. Часто такие ярмарки посещаете? Нет, если честно, первый раз. Но в целом все понравилось? Да, очень хорошо организовали, красиво, так интересно. Я рыбу купил. Рыбу купили, да. 900 рублей, по-моему. Ярмарку может посетить каждый желающий на Комсомольской площади с 10 утра до 7 часов вечера. Завершится выставка 28 сентября. Лучшие продукты и предприятия будут отмечены специальными наградами. Даяна Федорова, Джулстан Накентьев, Артумен Наговицын, Якутск. В торговых рядах Кружала стартовала межрегиональная универсальная выставка «Якутия-Экспо». На одной площадке встретились предприниматели из разных регионов страны. Чем будут удивлять искушенного якутского покупателя, представители бизнеса, расскажет Петр Васильев.
торговых рядах «Кружала» в эти дни атмосфера по-настоящему деловая и оживленная. Предприниматели из 8 регионов страны представляют свою продукцию. Здесь можно найти практически все, что нужно современному покупателю. От традиционных якутских изделий до продуктовых новинок. Чай, мед, мясная продукция, специи – это всего лишь малая часть богатого ассортимента. Это потенциальные наши партнеры в будущем. И это так всегда было. И вы знаете, даже есть интересная такая история, что значительное количество предпринимателей из других регионов, посмотрев, как организована наша работа, узнав о нашей торгово-промышленной палате, желают стать членами именно нашей организации. Это не запрещено. В принципе, если компания желает выстраивать свой бизнес в том или ином регионе, ей удобнее это делать как раз вот через торгово-промышленные палаты. Поэтому такая история с продолжением. В этом году объединенная площадка форума ярмарки и выставки привлекла участников из различных регионов России. Иркутской, Московской областей, Алтайского и Красноярского краев. Мы ориентированы на производстве качественных сырокопченых продуктов. То есть это продукты, которые готовятся в течение 45 дней. 45 дней продукт при определенной температуре и влаге теряет свою влажность. Поэтому на сегодняшний день не так много производителей, которые могут производить такие продукты в стабильном качестве. Это якутские настольные игры, современные для развивания для игр, для детей. Здесь косточки есть, вот косточки кидаем, тут показывают, и тут столько фишек сюда ложим. Раз, два, три. По замыслу организаторов, объединенные площадки призваны продемонстрировать современные достижения бизнеса и почтить память предшественников, заложивших основы предпринимательства в Якутии. Особое внимание в этом году уделили памяти якутского купца и мецената Николая Осиповича Кривошапкина из Аймиконского района. Петр Васильев, Элита Махно, Якутск. Дружбу без границ показали дети-участники инклюзивного конкурса в столице. Среди этапов – видеовизитка, показ талантов и дефиле в авангардных и вечерних нарядах. Участниками стали 8 пар, в каждой из которых есть ребенок с ОВЗ. Целью проведения – развитие скрытых талантов и внутренних качеств. Мероприятие организовано во второй раз в рамках комплекса мер поддержки семей с детьми, обладающими особыми потребностями. Ребята наши очень готовились к этому фестивалю. Они посещали мастер-класс, проходили психологический тренинг. И в мастер-классах они готовили свои авангарды. Это все, конечно, объединяет детей. Они сплачиваются, дружат, общаются между собой, делятся своими интересами. И это очень важно для наших детей. В Якутске завершил свою работу 4-й международный библиографический конгресс. Форум объединил экспертов из 14 стран и 85 регионов России, чтобы обсудить ключевые тенденции развития библиографии и роль библиотек в цифровую эпоху. Подробности далее. Международный библиографический конгресс в Якутске открыли традиционным якутским осохой. Круговой танец объединил ведущих библиографов, ученых и IT-специалистов. Они приехали из 15 стран и 85 регионов России. Торжественность научному мероприятию придал столетний юбилей Национальной библиотеки Якутии, которому и приурочили конгресс. В 1925 году была создана Национальная библиотека по инициативе Максима Кировича Амосова, одного из основоположников государственности Якутии. В свое второе столетие Национальная библиотека вступает как крупнейший центр внедрения современных технологий библиотечное дело. Пользователям доступны электронные книги, базы данных, онлайн-сервисы, включая искусственный интеллект. Искусственный интеллект, бросивший вызов всему человечеству, стал главной темой конгресса. Библиографы решали, как ответить ему, а еще лучше обучить и направить. Почти 1000 ярких умов страны и мира анализировали практики и их результаты для вступления в новый этап цифровой эпохи. Я думаю, что конгресс очень важен для анализа развития библиографии в мире и в Якутии в частности. В этом конгрессе можно решать очень крупные и реализационные проблемы в области языкознания и библиографической деятельности. Библиография словно центральная нервная система библиотеки. Она собирает информацию, анализирует, хранит и передает ее дальше. Средние региональные библиотеки
библиографы обрабатывают в год больше 10 тысяч таких записей, при том, что у них огромная нагрузка по другой работе. Кроме этого, они делают еще библиографические указатели, кроме этого, они обслуживают читателей и так далее, и так далее. И вот возможность снять эту нагрузку за счет того, что рутинные операции начинает делать искусственный интеллект, обученный, да, вот это, конечно, огромная возможность. Национальная библиотека Якутии разработала 10 сервисов на основе искусственного интеллекта в помощь библиотекарям, исследователям и рядовым пользователям. Искусственный интеллект уже года 3 учит якутский язык с помощью библиотекарей. Результатом обучения стали сервисы транскрибации и озвучки. Их представили на секции о развитии многоязычия. Мы надеемся, что сотрудничество с библиотекой нам поможет и организовать людей, которые заинтересованы в том, чтобы у якутского языка появлялось больше возможностей в цифровом пространстве, в частности в сервисах Яндекса, и для других языков Якутии и вообще. 4-й международный библиографический конгресс завершен. Через 4 года, а может и раньше, библиографы вновь соберутся, чтобы обсудить текущую и глобальную повестку. Татьяна Павлова, Галина Кутугутова, Петр Егоров, Михаил Эверстов и Михаил Соловьев. Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Во Владивостоке впервые в Приморском океанариуме прошел морской биологический форум. Повод более чем весовый. 55-летие Национального научного центра морской биологии имени Жермунского. Форум стал масштабной площадкой, объединившей ведущих специалистов не только со всей России, но и из-за рубежа. Участие китайских ученых из Института океанологии. В рамках мероприятия прошло 7-е российско-китайское совещание «Морская биология и наука о биоразнообразии в 21 веке», где ученые обсуждали состояние морских экосистем, вызовы глобального потепления, техногенные угрозы и пути выхода из нарастающего экологического кризиса. Не менее значимым стал блок международных сессий. Исследователи представили 13 докладов, в которых рассказали о новых открытиях в изучении морских животных и о том, как экологические проблемы Мирового океана влияют на их существование. Главная цель форума – обмен опытом, знаниями и научными контактами ради сохранения и развития морской биологии. Это и новая лаборатория морской биотехнологии, морских микроводорослей. Это и исследования, которые ведут наши биологи, наши ветеринары, ихтиопатологи. То есть очень-очень много науки, которая на самом деле есть в стенах Приморского океанариума. Только наука — это всегда долго, кропотливо, это всегда такая узкая направленность. Поэтому, может быть, и не очень много слышно о наших исследованиях. Зато я думаю, что про просвещение в Приморском океанариуме знают все. Тут мы флагманы Российской Федерации. Подведены итоги реализации международного культурно-образовательного проекта «Поезд дружбы. Вместе к победе». Событие стартовало 13 сентября на железнодорожной станции Нижний Бестях. Маршрут начался с Нижнего Бестяха и продолжился через Алдан, Нерингри, Тынду и завершился в Благовещенске, столице Амурской области. Главной целью стало укрепление межрегиональных международных связей и сохранение исторической памяти. В проекте приняли участие 50 участников из районов Якутии, а также Амурской области, Китая и Монголии. И самое главное, это были уроки межнационального общения в 16-й школе города Благовещенска, где мы более 100 детей посетили наши уроки. Какие народы проживают, как мы живем, что надо сделать, чтобы дружба была между народами. Вот об этом мы говорили. Естественно, пели песни. Говорили о якутской культуре, о культуре эвенов в республике Саха-Якутия, и о нашей ямчийской культуре. В Якутске стартовали соревнования по северному многоборью. Они традиционно посвящены памяти заслуженного работника народного хозяйства Республики Виктора Ефимова. Чемпионат собрал 84 спортсмена из Якутии, Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Камчатского и Красноярского краев. В следующие 4 дня медали разыграют среди женщин, мужчин, юношей и девушек. Сильнейших будут выявлять в нескольких дисциплинах. Тройной прыжок, метание топора на дальность, бег с палкой по пересеченной местности, метание аркана на хоры и прыжки через нарты. Уровень конкуренции очень высокий. У нас чемпионы России и призеры, рекордсмены участвуют как
Комаров Эдуард, рекордсмен России по нартам. В нартах конкуренция очень большая будет. Турнир проводится с 2014 года. Сперва был республиканский, потом межрегиональный, и с 2023 года Дальневосточный федеральный округ. В сентябре соцсети облетела новость. Наш парень Артур Портнягин в проекте «Ты супер». У 17-летнего юноши непростая судьба. С 7 до 9 лет Артур и его брат-близнец Богдан жили в детском доме. Но такие сложности не помешали Артуру проявить себя в разных, не только творческих сферах. С восходящей звездой познакомилась и моя коллега Аржана Гармаева. Мяч и спортзал. Таковы будни Артура Портнягина. Ежедневно юноша по 2 часа проводит здесь. Нужно держать марку члена сборной Якутии по волейболу. Но большая известность к Артуру пришла отнюдь не из-за спорта. Волейболист прекрасно поет. И это он доказал всей стране в передаче «Ты супер». Все думаю о тебе, от посадки до полета, что несут они на хвосте. Эти твои самолеты. Артур никогда не занимался музыкой профессионально. Пел только дома и для себя. Но в парня очень верила приемная мама. Знала, что он сможет себя показать. Она заменила родного отца, родную мать. 2 в одном, короче. Всегда везде всему учит. Что да как. Научила якутскому языку. Сейчас я свободно разговариваю на нем. Во второй этап проекта Артур не прошел. Но это не помешало парню снова получить минуту славы. На этот раз на концерте известного исполнителя Джонни. Артур спел дуэтом с звездой российского уровня и покорил весь зал. И вот как с ним спел, сразу на душе легко встало, можно сказать, из такой депрессии после проекта. Из-за того, что я вылетел, сразу же вышел из депрессии. Вообще прям на душе легко встало. Сейчас Артур учится в 11 классе столичной школы номер 33 и продолжает заниматься любимым делом. Популярность голову не вскружила. И друзья, и наставники Артура отзываются о нем только положительно. Сейчас он хороший спортсмен. И, как я понимаю, отличный певец. Он себя доказал на федеральном уровне. И желаю ему только, чтобы процветать, развиваться. Можно спорт и эстраду, да, можно вместе держать. Как друг, я считаю, что он очень хороший. Разговорчивый, может любую песню спеть, как вот, на «Ты супер» спел. Вот. С ним никогда не бывает тихо. Артур не хочет становиться артистом одного хита и теперь всерьез задумывается о музыкальной карьере. Юноша мечтает по-большому, чтобы однажды под его песни танцевала вся Россия. Аржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. На открытии нового сезона Сахатеатра представят отрывки из спектаклей Василия Местникова. Открытие состоится 26 сентября. Мероприятие объединит представителей 3 ведущих театральных коллективов республики – Саха-академического театра, театра Лонхо и театра оперы и балета. В программе открытие выставки, на которой будут представлены фотографии, книги, статьи и публикации, рассказывающие о жизни и творчестве Василия Местникова. Якутский фильм «Присутствие» вошел в основной конкурс фестиваля «Маяк». Он пройдет с 4 по 9 октября в Геленджике. «Присутствие» – это мой дебют полнометражного фильма. Его главная особенность в том, что это триллер-хоррор, снятый женщиной-режиссером. Это большая редкость как в российском, так и в мировом кино. В фильме много отсылок к нашей культуре, но в то же время сюжет будет понятен каждому, подчеркнула режиссер фильма Аполлинария Дегтярева. Фестиваль «Маяк» в 3-й раз соберет в Геленджике самые яркие и обсуждаемые картины года. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.